онлайн можете, да, прийти к нам. Лучше на избирательный участок. Я на избирательный участок приду и буду голосовать там. Людмила Албагачиева внимательно слушает обходчиков. Процедура информирования о выборах длится не более 5 минут. Члены избирательных комиссий задают собеседникам несколько уточняющих вопросов и рассказывают, к какому участку они прикреплены. В конце каждого визита гражданам выдают пригласительный и информационный буклет. В семье Албагачиевых 10 избирателей. Голосует каждый. Лично я ходила, никогда любой голосовать, я даже он соседка знает, больница я пошла проголосовала, кандидат. Мария Мгагиева говорит, что принять участие в голосовании – долг каждого гражданина Российской Федерации. Она работает в школе, на территории которой открыт избирательный участок, еще и рядом с домом. Это удобно и много времени не занимает. Обходчики задают ей вопросы, которые выдает специальная программа. Если данные, занесенные в нее, не совпадают, их будут перепроверять до дня голосования. А ваша улица, дом номер Адарясов? Дом номер 16. Так, 16. Ага. А Дзейтова Мария Мусаевна? Нет, я Загиева Мария Мусаевна. А, тут Дзейтова, так, правильно. Так, дальше. На выборы планируете? Конечно. Обходчики легко узнаваемы по верхней одежде с фирменным значком, логотипом и сумкой с информационными материалами. Но если у вас возникнут сомнения, можете запросить удостоверение. У избирателей же никаких документов просить не будут. Всего в Али-Юрте 2 избирательных участка. Они открыты на базе школ. В сельском поселении зарегистрировано больше 2000 жителей, которые могут воспользоваться своим правом голоса. К 6 марта здесь будут полностью готовы к выборам. У нас выборы проходят в фойе здания школы на 1-м этаже. На нашем участке будет поставлен КАИП, на котором будут люди голосовать. Избирательные кабины у нас имеются. Ну, все, что оборудование какое нужно для выборов, у нас оно есть. Стучать в двери члены избирательных комиссий будут до 7 марта включительно. Федеральный проект «Информ УИК» охватывает все регионы страны. Цель мероприятия – максимальное информирование населения о выборах президента страны. Они также объясняют, как проголосовать дистанционно, если по состоянию здоровья вы не можете явиться на избирательный участок. Дату визита обходчики заранее согласуют с избирателями. Проголосовать можно будет в любой из 3 дней с 15 по 17 марта. Для голосующих впервые подготовят специальные подарки. Амина Зязикова, Сулейман Костоев, Магаз 24.